Мы в Гафурийском районе, санаторий Красноусольск. Сегодня здесь, на этой благодатной земле, мы в гостях. В гостях со всеми коллегами, с теми, кто так или иначе работает по национальной тематике, по башкирскому языку, по башкирской культуре. Здесь все те люди, кто делает свой такой большой вклад. А сегодня мы здесь работаем. 2 дня впереди большой плотной работы. Выстроены различные медиазоны от больших телеканалов. Печатники здесь приехали, тоже большое им уважение. О проблемах национального СМИ, о том, что тревожит на самом деле людей, у кого есть свое мнение, расскажем сегодня. Давайте начнем работу. Это Батыр Шоу, поехали. Илья Ринатовна, и вот пока закончилась такая более официальная часть, вот что можете сказать? Сейчас ведь рынок, медиарынок, тем более рынок национального языка, он очень сильно меняется. Каким должен быть сегодня, я не знаю, контент на башкирском, на родном языке в первую очередь? Ну, наверное, как любой контент, который собирает лайки, да, делает большой охват, он должен быть интересным. Работать как вчера – это уже слишком большая роскошь. Это значит, что завтра этих средств массовой информации не будет. И поэтому мы не просто коллегам сегодня предлагаем темы для обсуждения такие концептуальные, да, например, как сохранить родной язык, как сегодня мотивировать родителей для того, чтобы они в школе выбирали родные свои языки, да, как мы все-таки мотивировать тех же блогеров, да, чтобы они тоже к этой работе популяризации языка тоже подключались, да. И вот во всей этой огромной работе, конечно, нужны инструменты, нужны современные подходы, современные форматы. После официального открытия сейчас всех направили по различным зонам. Отдельно сделали зону мастер-классов для печатных СМИ, также для телевизионщиков и отдельно тех, кто трудится на просторах интернета. Хочется сказать, что каждый из спикеров, который сегодня приехал, они очень крутые. Я пошел в интернет, потому что это современно. Надо сказать, что в 2017 году рекламные бюджеты на интернет перевалили в отношении телевидения, и поэтому здесь выбор очевиден. Нужно быть с аудиторией на одной волне. И сейчас посмотрим, что там будет еще интересного. Сейчас прошел клевый мастер-класс от Стаса Шахова, он работает в Башинформе. И вот, Стас, расскажи, пожалуйста, привет. Привет, спасибо тебе большое за мастер-класс, это было на самом деле круто, я до последнего сидел, а в чем-то я не согласен, вот честно, вот, но это очень круто. Вот скажи, пожалуйста, мы сегодня все говорим про национальную прессу, да, про то, нужно ли ее поддерживать и прочее. Вот ты как считаешь, вот я не знаю, можно ли как-то очертить 3 боли национальной прессы? Первое – технологичность. И мы сегодня это обсуждали, к сожалению, наши технологические гиганты пока не воспринимают прессу на других языках, кроме как русского. То есть это, в принципе, те самые роботы? Это те самые роботы, да, про которые и Яндекс не воспринимает, например, не берет Яндекс новости тексты там на башкирском, на татарском языках. И то есть какой бы крутой контент не был? Какой бы крутой контент не был, понятно, что через технологические гиганты это основной массив информации. Так, первое. Это первое. Второе, я считаю, что должен быть интересный контент. Я думаю, что интересный контент, в принципе, всегда найдет своего востребованного читателя. А как же та обертка? Вот это третье. Сейчас должен быть интересный контент, это должно быть от читателя, для читателя, это должно быть современно, интересно. Вот, а если это современно и интересно, то, в принципе, уже не так принципиально, на каком языке это востребовано, это найдет свой. И третье, должна быть красивая обертка, потому что, к сожалению, нет, не к сожалению, к радости, времена, когда там фотография, сложа руки, не сидим, деденька, и бу-бу-бу-бу. Или школы, которые открываем вечно. Да. Это все прошло, вот, и нужны красивые, яркие решения, нужны подкасты, нужны большие, красиво упакованные фотоматериалы. На родном языке или? На родном языке, да. И на родном языке, и про родной язык. К сожалению, я возмущен тем, что сегодня здесь, например, только я из молодых блогеров, реально никого нету. Есть там радищики, есть телевизионщики, есть с газет, но молодых блогеров нету, которые набирают там по сотни тысяч просмотров, их нету. Это просто бред. Вот сейчас специально для этого я сделаю подборку ребят, которые делают классный контент. Gorilla stomping in a zoo.
Пока складывается ощущение, что сейчас попытались взять старую гвардию и попытаться сделать ее по новой. Точно так надо делать. К нам присоединился Шамиль Валиев. Мне нравится считать себя медиа-менеджером, Ага. но сейчас я учусь быть оператором гражданского общества, скажем так. Ничего, оператор гражданского. Городских сообществ. Ничего себе, хорошо. Здравствуйте. привет. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Всем доброе Второй утро. день работаем. Да, это гуру журналистики. Слушайте Ом. внимательно. Да. Это самое последнее дело быть гуру журналистики, потому что И это неблагодарный. работа молодежная, да. А говоря вот о национальной, да, Мгм. СМИ, о национальном СМИ, как встряхнуть и как сделать так, чтобы оно снова стало авторитетным, добрым, своим, родным? Оно таковым является, вот, и свое, и родное, вот. И просто, как у нас в Башкирии, очень многое просто недооценено. Так. У нас в Башкирии и сами себя люди недооценивают, и не, как сказать. Может, это воспитание скромное? Ну вот, я как раз сегодня об этом говорил, что у нас есть ошибка самопредъявления. То есть бить себя в грудь, сказать, какой ты самый хороший. Вот, Такого нет. это у нас, вот я думал, что в основном проблема в скромности. И пока крутые спикеры говорят о телеметриках, пока они на самом деле достают свои галстуки, на самом деле хочется поговорить с ребятами, которые, я бы сказал, работают на земле. Но с точки зрения того, что вот у вас реальная молодежь, реальная, современная, это Юлдаш Плюс, надо представить, Ильнур Рамазанов, помимо того, что он поет классные песни, но ты взял на себя такую ответственность еще и редактора. Вот это же большая разница. С чем ты здесь столкнулся? Я вот уже на мастер-классе твоем, я уже слышал то, как такое непонимание. Так, да, давай поговорим о боли национального СМИ, пожалуйста. Во-первых, не хватает специалистов. Но Так, кадры. специалисты будут хватать, если люди начнут работать. Мгм. Потому что у многих лень. Вот когда в прошлом году у нас правительство Республики Башкортостан запустило также пилотную платформу «Цифровая журналистика», это всероссийская школа, были бесплатные места. Мгм. Собирали заявки. Никто не подал. Так, просто Бесплатная. без- А так Мгм. она стоит 40 тысяч. Мгм. Это какое-то обучение. Это обучение полгода, это 320 часов от экспертов медиасферы, Мгм. СМИ, как работать в социальных сетях. Мы вот восстановили работу сферы продвижения на радио Юлдаш. До этого это делал всего лишь один человек, и Мгм. просто не успевала. Но сейчас у нас в команде 5 человек. То есть к этому отношение поменялось? Отношение поменялось, потому что за продвижение, за соцсетями будущее. Мгм. Вот я также хочу сказать нашим коллегам СМИ. газетчикам. Сразу голос потише стал. Да, Давай говорить честно. Да. СМИ, газеты, а некоторые телевидения даже набирают, очень мало просмотров. Почему? Нет, пока я скажу только Давай. СМИ, газеты. Вот, вот я рассказывал, да, и у них в глазах такое ощущение, как будто они не хотят понимать, не хотят этого делать. Вот на такой позитивной ноте, на самом деле, заканчивается медиафорум. 2 дня больших мастер-классов, плотной работы. С глазу на глаз встретились все вот республиканские, всевозможные СМИ. И очень здорово, на самом деле, что с глазу на глаз получилось пообщаться и с руководством республики, потому что были заданы реально жесткие вопросы, но и были ответы. Со следующего года, возможно, будет повышение зарплат на 25%, возможно, будет решаться вопрос жилья сельских журналистов. И третий вопрос, это еще журналистов просят работать в интернете. Но в интернете нужно делать креативно, а чтобы этот креатив поощрить, возможно, уже с сентября месяца будет работать грант главы республики до 100 тысяч рублей на любую инициативу, которая показывает хорошую эффективность, будет поощряться. То есть эти 100 тысяч рублей можно будет потратить либо на оборудование, либо на что-то еще, и это очень здорово. Такие итоги первого медиа-ЕЕНа, и пусть будут эти встречи традиционными, теплыми, хорошими. Спасибо за внимание. Это Батыр Шоу.